Вот видите, машина есть, а ездить не могу. В своей долгожданной первой машине Розалия Хабибулина может только сидеть и только на штрафстоянке. Ездить на ней нельзя, забирать пока тоже. Машина оказалась так называемым конструктором, который в одном из автосалонов в Казани ей продали под видом нормальной. Взял у меня деньги, положил их в сейф. Вот, и мы как бы распрощались, уехали. Вот сегодня приехали сюда ставить машину на учет. Нас послали на повторную экспертизу. Выяснилось, что это как бы распил, состоит машина из 2 частей. Ездить на такой не просто противозаконно, а смертельно опасно, говорят в Федерации автовладельцев России. При столкновении такой конструктор разламывается по месту сварки, угрожая жизни всех участников дорожного движения. Основание для оставления машин для штрафстоянки есть возбуждено уголовное дело. Потому что это как вещдок идет. Ну да, в данном случае мошенничество, да. Продажей, по словам покупательницы, занимался мужчина, который представился сотрудником автосалона. Именно поэтому ему сразу доверились. Попросил за подержанную иномарку 540 тысяч рублей. Представил ее как небитую, некрашенную. И только когда вскрылась правда, признался, что автомобиль после аварии, рассказывает Розалия. У нее просто из ДТП, как мне сказали сейчас, чей-то жопа менная. Это не моя машина, да. Ну, покупали мы у вас факт передачи денег в твои руки, понимаешь? Да, я же не адепт этого, что мне деньги передавали, все, я ничего не говорю. Когда выяснилось, что машина сварена из 2, уже в автосалоне заявили, что продавец к ним отношения не имеет. Якобы он, как и много других, арендует площадь. Хотя, как можно видеть, на каждой машине здесь табличка с названием именно этой компании по продаже подержанных авто. Нигде не указано, что, например, эту машину продает один человек, не представляющий эту компанию, а эту другой тоже, не имеющий никакого отношения к бренду. Законно ли предоставлять услуги под видом другой компании и что делать обманутой покупательнице? С этими вопросами мы обратились к юристам. Они советуют обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу. Для того, чтобы организацию автосалон проверили, насколько законна установка брендов автосалона на автомобиле. Также потребитель вправе обратиться в суд за расторжением договора и возврата ему оплаченной суммы, поскольку его не известили о существенных условиях этого договора и о характеристиках автомобиля. Пока покупательница намерена обращаться в полицию. Чтобы не оказаться в такой ситуации и другим будущим автовладельцам, юристы советуют проверять автомобиль на скрытые недостатки еще до заключения договора. Это можно сделать в любом автосалоне и привлечь для этого своего специалиста. Рамиль Шайдуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.